Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Недавно в нашей стране стартовал второй сезон конкурса «Смотри, это Россия». Этот проект, инициированный и реализованный Якутией, вовлек абсолютно все регионы нашей страны. Конкурс стартовал в прошлом году по инициативе главы республики. Уже в первом сезоне собрал участников со всех регионов России. Суть следующая. Участники снимают ролики о малой родине, передавая эстафету другим участникам из других команд. О том, как проходит конкурс в этом году и каким образом происходит передача эстафеты из города в город, мы поговорим сегодня с нашей гостьей Варварой Васильевой. Варвара, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с вами, наверное, с главного. Что же все-таки собой представляет конкурс «Смотри, это Россия», если не говорить о видеоэстафете? Этот конкурс, он очень замечательный. Почему? Потому что он про любовь к своей родине, к своей малой родине. Потому что человек, живя на своей родине, в своем наследие, в своей области, в своем городе, он все равно его любит. И, конечно же, понимает, что какие-то интересные факты мы иногда не показываем. А тут как раз-таки конкурс о том, чтобы показать интересные факты о своей малой родине, рассказать другим ребятам вообще из другого региона. И, конечно же, это конкурс про гражданско-патриотическое воспитание. Почему? Потому что, опять же, мы воспитываем гражданина-патриота, который может любить свою родину так, как хотим мы. Хорошо, а почему же тогда выбрано для формата этого самого конкурса именно видеокроссинг, а не фотографии или литература? Ну, потому что вот современный ребенок все равно живет уже со смартфоном. Мы об этом все прекрасно знаем. И когда идут у нас везде видеоролики, когда мы все это видим, скажем, в видеоформате, все равно человек заточен под видеоформат. И когда идет видеооткрыточка, то можно увидеть, как ребенок влаживает туда свои какие-то качества. И даже вот пример, например, ТикТок. ТикТок сейчас очень на высоких планках, да, везде у нас все это показывается, даже предлагают уроки проводить по 15 минут, чтобы было в формате ТикТока, да. И мы подумали, что видеооткрытка — это самый такой формат, когда ребенок может рассказать о своей родине, как ему хочется. То есть можно сказать, что сейчас в ТикТоке даже можно встретить видео с темой малой родины? Вот когда у нас закроется конкурс, конечно, можно будет его встретить. Почему? Потому что есть определенные дедлайны, по которым мы должны работать. Хорошо. А расскажите, кто и как был вообще придуман этот конкурс? Кто стоит за его созданием, если это не секрет? Нет, конечно, за созданием данного конкурса у нас стоит Асен Сергеевич Николаев. Он был как раз-таки одним из тех, кто инициировал и поддержал этот конкурс. Ребята его, конечно, создавали, предлагали. И когда Асен Сергеевич увидел конкурс, он очень сильно поддержал и, конечно же, дал свои напутственные слова, чтобы этот конкурс у нас стартовал по всей Российской Федерации. И вот на сегодняшний день, вот на второй сезон, у нас тоже уже участвует 85 регионов нашей Российской Федерации. 85 регионов, и, если я не ошибаюсь, более 17,5 тысяч участников зарегистрировано уже. Это в прошлом году было. Это было в прошлом году. По итогам первого сезона у нас было 17,5 тысяч детей, школьников, да, и 3 тысячи видеооткрыток они получили все по всей Российской Федерации. Кроме того, у нас приняло участие в общественном голосовании более 200 тысяч человек. Как проводится данный конкурс? Каковы условия для того, чтобы принять в нем участие? Для этого нужно быть ребенком или сотрудником какой-то организации? Надо быть ребенком. И, конечно же, классно рассказать о том, где ты живешь. Тема в этом году у нас тоже очень простая. Это легенды нашего края. То есть каждый регион может завести туда легенду, традицию. Почему? Потому что все равно любая семья имеет свои легенды, свои традиции. И, конечно же, хотелось бы, чтобы это все было оцифровано и показано всей Российской Федерации. Да? Ну и есть 5 этапов, которые нужно пройти. Первое — это собрать команду из 5 человек, из 5 ребят, да, которые могли бы снимать, быть голосом за кадром, например, скажем, да, красиво находить локации. То есть это все равно какое-то предпрофессиональное становление наших ребят. Получается, да. Второй этап — это на сайте Look It Russia нужно будет зарегистрироваться команде, пройти авторизацию до 1 ноября включительно. Потом уже третий этап — это пройти все мастер-классы. Мастер-классы у нас уже начались 6 октября и будут еще продолжены до ноября месяца. Причем, пройдя мастер-классы, каждый регион у нас получит задание. Они получают задание, опять же, через сайт, к какому региону они должны отправить свою видеооткрытку.
На четвертом этапе, это получается, они должны подгрузить свою видеооткрытку с адресатом, кому они отправляют. Это новый формат как бы почтового общения, скажем, да. Если мы раньше в детстве общались почтой, письмами, да, то это получается у нас уже электронные адреса наших команд. Ну и подгружается видео и, конечно, просматривается. А пятый этап – это общественное голосование, когда может участвовать вся Россия, все взрослые, все сотрудники любых предприятий, да, все дети, все могут участвовать в общественном голосовании. Оно проводится с 25 ноября по 9 декабря 2021 года включительно. Варвара, тогда давайте перейдем к одной из интересных частей, которая носит название мастер-классы. Каким образом проходят эти мероприятия и может ли, скажем, участник Алтайского края принять участие в мастер-классе из Якутии? Конечно. Они для всех едины? Да, или... конечно, конечно. Они у нас выставляются на сайте нашего учреждения, на сайте Look It Russia, на сайте всех образовательных организаций, которые могут принять участие в данном конкурсе, да. И причем все мастер-классы у нас идут в онлайн. Надо для этого зарегистрироваться командой, пройти регистрацию, авторизацию и потом получить мастер-класс. Мастер-классы потом, после того, как проводятся в начале, после регистрации, они еще и потом заливаются на YouTube, и потом можно их просматривать. Причем все мастер-классы у нас проводят именитые видеоблогеры, операторы. Почему? Потому что конкурс такой вот интересный в том формате, что он практически полупрофессиональный. Дети все равно учатся этому в ходе наших мастер-классов. Хорошо. Некоторое время назад вы говорили о том, что тема второго сезона конкурса посвящена легендам и традициям, но мы понимаем, что семейные легенды – это дело одно, и совершенно другое – это народный фольклор. Здесь есть какие-то перекликающиеся темы? Я думаю, что есть. Почему? Потому что когда изучали легенды, то получается, что многие легенды, они все равно связаны с какими-то семьями, которые были в основе становления каких-то народностей, наследов, районов, областей, городов, да. То есть все равно какая-то легенда, она все равно связана с любовью, связана она с любовью друг к другу, с любовью к родине, да. То есть это все то, что связывает нас всех как единый народ, скажем, да, Российской Федерации, который проживает на территории Российской Федерации. Кто входит в топ-5 лучших регионов по участию в конкурсе? По участию в конкурсе у нас входит в топ-5 регионов. Это Кемеровская область, это у нас Оренбургская область, это у нас Краснодарский край, Карачаево-Черкесская республика и город Москва. То есть вот такой разброс большой, да, получается, что и за Уралом, и перед Уралом, ближе к нам, тоже все участвуют. К сожалению, вот в нашем районе, в нашей республике всего лишь 41 команда пока зарегистрировала себя. Это больше, чем в прошлом году, но нам бы хотелось, чтобы было еще больше. Почему? Потому что я думаю, что наш край очень сам по себе интересен, и легенд у нас очень много, традиций тоже очень много. И если, например, ребята бы сняли о нашей республике, это была бы тоже интересная реклама. Почему? Потому что партнерами вот нашего конкурса и организаторами нашего конкурса являются Ростуризм, Росмолодежь, Министерство просвещения Российской Федерации, РСВ, например, да, то есть, получается, такие большие компании, которые как раз-таки заинтересованы, чтобы здесь у нас в Якутии туризм тоже в том числе процветал, может быть, и образовательный туризм, и детский туризм. В принципе, республика, я думаю, готова к такому решению принять сюда, к нам, наших детей, гостей, потому что у нас есть опыт проведения Детей Азии, есть опыт проведения международных интеллектуальных игр. Можно было бы это тоже связать с этим. Ну, это своего рода такая инвестиция в будущее, что, возможно, однажды после этих роликов наш туристический кластер будет развиваться еще сильнее. Скажите, а участников конкурса награждают ли какими-то ценными призами или, может быть, отмечают каким-то образом их работы? Конечно. У нас есть большой фонд призов. Это современные смартфоны для каждого победителя команды, да, у нас всего будет 6 команд, которые побеждают, 3 команды у нас по Российской Федерации и 3 команды по Республике Саха-Якутия, так как мы инициаторы этого конкурса. Кроме того, у нас еще мы учредили несколько номинаций, тоже, которые получат призы и подарки. Тогда обратимся с вами к прошлому году. Кто стал победителем предыдущего сезона, на какую тему была сделана работа, и могут ли участники этого сезона опираться или ориентироваться на предыдущих победителей? Конечно, могут. Почему? Потому что в прошлом году, например, у нас из нашей республики победила Аика Гата.
То есть вот сейчас они могут давать даже мастер-классы, наверное, для своих ребят. Сейчас мы у них берем интервью, показываем их. Почему? Потому что, еще раз скажу, что наша республика, она имеет такие классные проекты делает, да, и такие классные видеооткрытки делали. Поэтому думаю, что те регионы, те школы, которые участвовали, они уже могут у себя в регионах показывать определенные мастер-классы. Скажите, а каким образом переходит вот знаменитая передача «Эстафеты» из города в город? Там получается очень определенная такая интересная цепочка. Каждая команда, которая получает задание, она получает его рандомно. Да? То есть там не обязательно должно быть, что мы отправляем, например, скажем, Краснодарский край. Да? Все там, все рандомно. То есть получается, что наша открыточка может уехать в Москву. В прошлом году так и было. Или наша открытка может уехать 2 регионам. Или же наш регион могут приехать 2 открытки. То есть это получается все равно, как вот раньше, вот мы когда отдыхали в Артеке, в Океане, да, в Орленке, то мы обменивались адресами и отправляли себе интересные открытки. Вот то же самое получается в данное время в видеокроссинге этап такой, когда каждый ребенок, каждая команда может отправить рандомно любому участнику нашего конкурса. Этот конкурс, мы уже с вами затронули тему того, что каким-то образом развивает тему туризма. А если мы посмотрим на это с другой стороны, есть ли какие-нибудь коллегиальные сотруднические связи, скажем, с Ростуризмом или Российским географическим обществом? Конечно, да. Кстати, да, нашим партнером и организатором является географическое общество, Российское географическое общество, да. Почему? Потому что мы понимаем, что все-таки, еще раз скажу, что краеведение, что гражданско-патриотическое воспитание, да, оно очень тесно связано как раз-таки с РГО, с туризмом. Мы должны рекламировать, мы должны показывать про то, какие у нас есть регионы. Потому что, живя, например, даже в Якутии, многие не знают некоторых мест, скажем, да. Есть ребята, которые, живя у себя в регионе, тоже не знают определенных своих мест. И когда видеооткрытка такая прилетает, в ней можно увидеть интересные места и, конечно же, изучить эти места, и, конечно же, потом использовать у себя в образовательной деятельности или же, может быть, профессионально заняться потом этим, изучением исторического наследия, культурного наследия. Мы сегодня с вами говорим о конкурсе «Смотри, это Россия». Давайте напомним нашим зрителям, каким образом можно принять участие в этой программе и какой темой в этом году объявлена конкурсная программа. Я бы хотела призывать наших школьников принять участие в этом интересном, замечательном конкурсе. Почему? Потому что, во-первых, как раз-таки через него можно увидеть любовь к своей родине. Это история про любовь, да, ко всему то, что окружает нас. Да, и до 1 ноября нужно подать заявку, собрав команду, потом пройти мастер-классы и потом уже, загрузив свою открыточку, принять участие в общественном голосовании. Тема данного конкурса у нас называется «Легенды нашего края». То есть можно рассказать любую легенду интересную для самих же ребят или интересную для тех, кто может у вас участвовать в этой открытке. Ну и вообще то, что нас интересует, это тоже очень важно, скажем, да. И, конечно же, разместить его, и уже вся Россия видит все наши открытки, которые мы отправляем друг другу. В прошлом году было 3000 таких видеооткрыток, и когда мы их начали просматривать, это было очень интересно. Почему? Потому что были места, про которые даже мы, живя в Якутии, не знали. И для меня это как бы получается какой-то вот контент образовательный, да. Почему? Потому что когда ребенок рассказывает другому ребенку о том, что он видит сейчас, здесь и сейчас, в своем родном крае, это намного ценнее, чем то, что даем мы, взрослые, возможно. Почему? Потому что ребенок учит ребенка, и как раз когда они ищут, смотрят, локации находят, да, интерес проявляют, это уже большой шаг для нас, педагогов, что ребенок вовлечен в такую деятельность. Благодарю вас, Варвара, за интересную беседу. Как знать, возможно, именно конкурс «Смотри, это Россия» – это новый шаг в истории патриотического воспитания. Конечно, думаю, что да, уверена даже в этом. Спасибо. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.